Жаңа ой. Қоғам пікірі. Жаңа Қазақстан. Рафис Абазов, доктор, экс-профессор Колумбийского университета, координатор образовательной программы МДП по устойчивому развитию Института Земли, основатель международного проекта New Silk Way. Рафис Фанисович, добро пожаловать в студию программы «Жанауой». Welcome to Kazakhstan. Ваши научные интересы включают государственную политику, демократизацию общества, экологию. Но нашу сегодняшнюю беседу я хочу начать с обсуждения темы образования, поскольку образование является неотъемлемой частью, самой важной частью любого государства. Ведь крах образования – это крах нации. На ваш взгляд, где самое худшее образование в мире? Можете привести в пример рейтинг стран по уровню образованности населения? Hello. Thank you very much for inviting me. Большое спасибо, что пригласили меня на эту очень интересную передачу. Я думаю, что у нас будет хороший диалог. Если мы говорим об образовании, бывший премьер-министр Норвегии я даже сказал, что образование является нефтью 21 века, потому что это механизм, это инструмент, который будет и двигает экономику, двигает общество и двигает любую государственную систему вперед. Поэтому образование очень важно для сегодняшний день. Там, где слабое образование, там, где не хватает образованных людей, конечно же, экономическое развитие отстает. Если мы посмотрим на рейтинг наиболее благополучных государств, наиболее высокими показателями на душу населения, показателями на душу населения, со многими, скажем, по социальным, по экономическим меркам, там, где хорошее образование, там, конечно, экономическое развитие лучше. И, конечно же, как обычно, в эту, скажем, десятку-двадцатку самых развитых государств мира входит Европа. Но в последние десятилетия, последние, скажем, 2 десятилетия, активно в этот клуб развитых государств, успешных государств, входят и азиатские государства. Давайте не будем забывать, что и Южная Корея, и Малайзия, и Сингапур 20-30 лет назад были совсем другими. Они только находились на стадии развития. И именно огромное внимание образованию, огромное внимание развитию талантов, своих собственных талантов, именно активное освоение международных практики и зарубежных образовательных технологий позволит им государствам прорваться вперед. Образование в Казахстане стало частью международного образовательного процесса. Это одна сторона медали. А занимает ли она лидирующую позицию? Наша страна? Вы знаете, если посмотреть на, надо когда смотреть, можно сказать да, нет, но если посмотреть на основные индикаторы. В принципе, Казахстан неплохо выглядит на международных индикаторах, когда мы говорим о преподавании точных предметов. Там университеты Казахстана занимают хорошие позиции. На международных конкурсах, олимпиадах по математике, физике, химии, инженерным наукам студенты из Казахстана занимают хорошие позиции. Но, скажем, когда мы говорим о общей картине, к сожалению, не всегда идеально. Не всегда идеально, насколько студенты, выпускники вуза востребованы на рынке труда. И в этом отношении есть рейтинг Атамекен, который показывает тут главный индикатор трудоустраиваемость молодежи после окончания вуза. По этим рейтингу десяток ведущих университетов Казахстана, они, скажем, достигают больших, хороших показателей. До 70-80% выпускников устраиваются на работу в течение первых 12-20 месяцев. И это очень хороший показатель. А рейтинги ПИЗа дают правдивую информацию, по вашему мнению? В принципе, предметные рейтинги, они тоже дают, скажем, хорошую информацию, понимание, что происходит в Казахстане. И, конечно, они делают такую общую картину, где, мне кажется, любой рейтинг, если шаг надо сделать, любой рейтинг – это индикатор. А рейтинги ПИЗа, они тоже, это определенный индикатор по качеству преподавания. По качеству преподавания этот рейтинг показывает, что есть предметы, в которых, скажем, в целом
Казахстан продвигается вперед, но есть предметы, на которые необходимо уделить больше внимания. Вы только что затронули тему Болонского процесса, но в силу последних преобразований, политических изменений, бытует мнение, что нужно некоторым странам бывшего Союза отойти от Болонской системы и вернуться к системе Советского Союза. Вот что вы скажете на этот счет? Каково ваше мнение? Вы знаете, я принадлежу к той категории ученых, которые говорят, давайте посмотрим в исторической ретроспективе с точки зрения эволюции образования. Не только образования, но и экономических систем. Давайте вспомним, что 20 век это был век индустриальный. Это была, в основном это доминировала индустриальная экономика. Совершенно Потом верно. мы говорим, пошли изменения экономика, сервисная экономика, постиндустриальная экономика. И пришли, соответственно, изменения на рынке труда. Образование, которое существовало здесь в евразийском пространстве в течение 20 века, оно было построено, настроено и хорошо настроено на обслуживание индустриальной экономики, на наличие большого количества производства, сильный аграрный сектор, агропромышленный комплекс. То есть она полностью обслуживала нужды 20 века. Но мы живем в 21 веке. Это постиндустриальная экономика, это сервисная экономика, это совсем другие требования, вы хотите сказать, да? Совсем другие условия на рынке труда. Давайте посмотрим. Вот последние 5 лет примерно 40% новых рабочих мест, предыдущие 5 лет, создавались именно в секторе сервиса. Это IT-сектор, это электронные услуги, это программирование. То есть там требуются новые технологии, новые знания, новый тип знания. И Болонский процесс, в принципе, настроен на гибкое реагирование, на спрос именно на постиндустриальном обществе, на, скажем, экономике, где доминирует создание рабочих мест в сервисной индустрии. Поэтому возвращаться в 20 век, мне кажется, будет не совсем правильно. Я знаю, что вы довольно долгое время работали в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Наверняка часто встречали и наших казахстанских студентов в американских вузах. С какими трудностями сталкиваются наши студенты в процессе обучения в Америке? И как вы оцениваете их уровень знаний? Я вижу 3 компонента, которые отличали казахстанских студентов от американских студентов, которые, скажем так, иногда негативно влияли на успех казахстанских студентов. На их результативность. На их результативность. Первый момент в том, что многие казахстанские студенты привыкли, что здесь, в Казахстане, когда они учились, их подгоняют, их контролируют, их направляют, здесь жестко иногда контролируют. Там, в принципе, они сталкиваются с полной свободой. От сентября до декабря особо никто не контролирует, никто не говорит и не стучит по столу про посещаемость. Сам себе предоставлен. Про останки, Но потом возникает сразу такой жесткий момент. Необходимо сдавать сессию. А сессию спрашивают по полной катушке. То есть, вы же учились в этом вузе, то есть вы должны быть взрослые люди. У нас в основном были студенты, магистранты по программе «Балашак». Вы взрослые люди, вы самостоятельно должны организовать свой учебный процесс, и никто не обязан вас гонять. И, конечно, студенты приходили, почему мне не сказали, почему меня не гоняли. Вот это первый семестр, очень многие студенты по «Балашак» сдавали с трудом. Это сложная адаптация, в этом плане? Проблема, как быть самостоятельностью. Это вот первый компонент. Второй компонент, который, скажем, многие казахстанские студенты сталкивались, это планирование. Долгосрочное планирование, самопланирование, то есть саморазвитие. Очень часто американские мои студенты подходят, они говорят мне, мы знаем, что мы хотим по окончанию образования. Мы хотим работать или на такую-то корпорацию, или в таком-то секторе экономики, мы хотим получить такой-то тип работы. Они четко знают, куда и как они пойдут. И планируют свой образовательный процесс, иногда берут дополнительные предметы, иногда подправляют свои учебные программы, чтобы выйти на эту программу. Казахстанские студенты, к сожалению, сталкивались с проблемами в планировании. То есть они брали то, что есть, а потом в конце говорили, а почему мы не взяли вот эти дополнительные предметы, может быть, такие как конференции, мероприятия не посещали, не участвовали в стартапах, инкубаторах, инновациях. Они бы были полезны нашей дальнейшей жизни. То есть они не видят конечного результата, да? Они не всегда показывали умения, навыки планирования. Понятно. Самоменеджмента и планирования. И третий компонент, очень важный компонент, который, к сожалению, негативно влиял на успеваемость, на успех казахстанской молодежи,
Я бы сказал вот именно отсутствие вот какого-то, скажем, видения вот в жизни. Вот я хочу добиться в жизни вот такое, то есть какие-то поставлены цели. Я хочу добиться вот цели, вот такой-то цели в своей жизни. Да. То есть большой, хорошо, четко поставлены, продуманные цели. Вот что в вашем понимании американская мечта? Какие функции она выполняет, эта американская мечта? Как вы ее воспринимаете, вот это вот понятие? Вы знаете, ответ в самом понятии мечта. Да. Американская мечта – это мечта. То есть, в принципе, это, я бы сказал, ну, может быть, используя такой сложный механизм социологии, это мотивационный инструмент для мотивации людей для достижения своей жизни, каких-то целей. То есть не просто двигаться по руслу, по течению, не просто двигаться среди общего, так сказать, направления, но выбрать себе цель, куда целенаправленно двигаться вперед. А в начале карьеры у вас была американская мечта? И в чем она заключалась? Вы знаете, вот она остановилась, по большому счету, в Малайзии. Я вдруг увидел, что интеллект, ученые, специалисты, эксперты могут внести большой вклад в развитие. То есть, если, скажем, госуправленцы, представители государственной системы прислушиваются, подтягивают специалистов для экспертизы, принятия тех или иных решений, это решение, результат решения можно увидеть очень быстро. Правительство Малайзии при Махатхире организовало несколько мозговых центров, которые занимались разными аспектами развития Малайзии. И они привлекали ученых из Малайзии, из других стран. Я тоже участвовал в каких-то обсуждениях, мозговых штурмах. По социальным аспектам, по экономическим аспектам, по культурным направлениям, по программе развития образования. То есть вы говорите о том, что предлагаете какие-то идеи, высказываете свои мысли о том, что необходимо. И вы увидите через пару лет, даже быстрее, ваши идеи появляются в виде программ, в виде тех или иных решений правительства. И вот тогда у меня появилась мечта о том, что вот хорошо бы вот изучить этот опыт и использовать его в реальной жизни. А в реальной жизни я посмотрел, к сожалению, 90-е годы были очень тяжелые для всех республик Азии, и включая Казахстан. И, в принципе, я видел о том, что, в принципе, кстати, на стартовом моменте в 91 году уровень жизни в Казахстане был выше уровня жизни Малайзии. Через пару лет картина радикально поменялась. Уровень жизни в Казахстане шел вниз, а уровень жизни в Малайзии шел наверх поступательными шагами. То есть я видел, что, в принципе, если использовать международный опыт, если использовать опыт развития, то можно эту, скажем, ситуацию, картину поменять. Самый главный компонент – это не только стены, красивые здания, напичканы современной технологией, современным оборудованием. Это прежде всего люди. И в данном контексте прежде всего молодые люди. И еще, если более того, точнее сказать, студенты. Сегодняшние студенты, которые настроены для того, чтобы работать и умеющие работать на этом оборудовании, которые зажигаются идеями инноваций, изменениями общества, стартапами. А кто их учить-то будет? И этому должны учить университеты. Так. Вот у меня сидит на коленях отчет, подготовленный по заказу Министерства, по-моему, социальных услуг и Центр развития трудовых ресурсов при Министерстве труда и социальной защиты Казахстана. Это отчет по рынку труда в Казахстане. Дело в том, что там очень интересные приводятся цифры. Глобальная компания Coursera оценила предпринимательский потенциал среди молодежи в Казахстане. И вот они увидели, что Казахстан находится на 80, если не ошибаюсь, первом месте после Нигерии. То есть это означает, что необходимо молодежи прививать навыки предпринимательства, мотивировать их, чтобы они пришли и работали над своими идеями, верили, что они могут реализовать свою бизнес-идею. Может быть, одна идея провалится, может, вторая идея не получится, третья идея будет хромать, потому что четвертая идея выстрелит с хорошим результатом. И важно, чтобы их результат оценен был кем-то, правильно? И важно, оценка очень простая. Рынок, он оценивает очень. Если ты востребован, и в Казахстане, и в Центральноазиатском регионе. И сейчас Казахстан встроен в международную систему торговли, международную систему обмена услуг, товаров и населения, и движения людей, поэтому можно выходить на международную арену с хорошими идеями.
И в этом отношении, мне кажется, сейчас нужно университета поднять энтузиазм среди молодежи. Чтобы как это сделать? Как поднять энтузиазм? Ну, давайте я приведу цифры. Вот мы разговаривали недавно, на днях была большая такой мозговой штурм, обсуждение Ассоциации бизнес-инкубаторов Казахстана. Так. И вот мы там услышали такой момент, что если посмотреть на студенчество Казахстана, на различные вузы, обычно примерно 1% студентов вуза вот на сегодняшний день вовлечены в стартапы, бизнес-инкубирование, в акселерацию каких-то идей. 1%. Этого не хватает. Для того, чтобы быть успешным, государство должно мобилизовать как минимум 5 или даже, скорее всего, идеальная цифра 10%. Чтобы 10% студенческой молодежи получили предпринимательские навыки. Почему мотивация пропадает? Вот как зажечь вот этот огонек в студенте? Вы знаете, я в Казахстане долгое время вел проект, который назывался Model U1 New Silk Way. Модель U1 новый шелковый путь. И вот потом, уехав из Казахстана, я начал анализировать то, что мы делали, и сравнивать с работой зарубежных вузов, в том числе американских вузов, в том числе Колумбийского университета. Да. Дело в том, что я считаю, что на сегодняшний день линейка образования в Казахстане выстроена правильно. То есть болонский процесс, приглашать зарубежных преподавателей, очень полезно. Коллаборации. Знать зарубежный опыт. Большое внимание уделяет преподаванию на английском языке, это постановление о троязычии о высшем образовании Казахстана. Но я вижу один элемент, которого не сильно не хватает. Какой? В американских вузах большое внимание и финансирование уделяется поддержку активности молодежи, поддержку волонтерского движения при молодежи. Специальный у каждого декана, у каждого университета в Казахстане, не в Казахстане, в Америке есть специальный фонд, с которым он или она финансирует студенческие клубы, студенческие инициативы, студенческие стартапы, студенческие различные проекты. То есть все-таки вопрос финансирования, ведь так? В том числе финансирования. Нельзя экономить на таких проектах. На это нельзя экономить. Вот элементарно, например, в бизнес-школе, в Колумбийском университете, каждые, скажем, студенты могут собраться в группы, разработать свою идею, инновационную идею, бизнес-стартап. И они получают на раскрутку, как сейчас такой молодежный термин есть, этого стартапа определенную сумму денег. И этот стартап потом у них засчитывается как дипломная работа. Отлично. То есть они могут работать не над написанием теоретической работы, которая пойдет на полке, а отрабатывают бизнес-план. Если они защитили этот бизнес-план, их вписывается в их, скажем, в сумму баллов, вот те баллы, которые они получили, кредиты, которые они получили, и они получают диплом. И потом, этот план реализуют в будущем, и правильно? потом у них есть возможность этот план реализовать в будущем. Да. А так как они это реализовали, показывали людям, скажем, говорили о них, привлекали инвестиции с университета, то тогда им легче прийти к бизнес-ангелам, прийти к бизнес-компаниям, прийти к банкам и получить или кредитную сумму, или какой-то стартап-капитал, для того, чтобы они его реализовали. И в принципе, примерно 10 лет назад мы по такому принципу посетили Колумбийский университет и посетили Стэнфордский университет. И там нам показывали стену. На стене был огромный чек, в котором было написано $1 миллиард. То есть какая идея? Вот университет дает студентам деньги, они разрывают свой бизнес-проект и потом в виде благодарности возвращают, жертвуют университету на такие же проекты, например, или в эндаумент вкладывают. И вот в Стэнфордском университете он висел большой чек $1 миллиард, что это количество денег, которые студенты, которые успешно закончили университет, успешно закончили бизнес-инкубирование, потом открыли свой бизнес и пожертвовали определенную сумму. Отблагодарили свой университет тем самым. Такой суммой. Да. В своей речи, я заметила, вы употребили несколько раз слово «бизнес-ангел». Что это значит? Бизнес-ангел. Вы знаете, сейчас достаточно большое количество предпринимателей, успешных предпринимателей и в Америке, и в Европе, и в Казахстане, которые стали успешными людьми благодаря своему образованию, благодаря своим навыкам. И вот человек стал успешным, человек стал богатым, и в какой-то момент у многих людей возникает желание, а давайте я верну в общество часть своего. То есть это своего рода филантроп, да? Благодарности. Это своего рода, я бы сказал, это на стыке филантропии и чисто бизнес-инвестиционной идеи. Меценатство, нет? Или далеко от этого понятия? Меценатство и бизнес-идеи. То есть некоторые бизнес-ангелы вкладывают деньги для того, чтобы просто помочь молодым людям, а некоторые вкладывают эти деньги за долю в бизнесе. Скажем, они говорят, хорошо, мы вложимся в 10, 20, 100 проектов студенческих, нам дают долю, и, скажем, если один из проектов выстрелит из
скажем, бизнесом $1000 на 100 миллионов, мы все деньги вернем. То есть это комбинация и меценатства, и, скажем, здравой бизнес-идеи. Все это прекрасно, но если бы наши казахстанские предприниматели также верили бы в наших студентов, да, нашу молодежь, что они действительно смогут реализовать вот эти стартапы. То есть проблема в чем заключается? Студент, он, может быть, создаст какой-то стартап, наверное, обратится за помощью к тем же филантропам, но им откажут по той простой причине, что они не верят в реальность, да, в реализуемый этот проект или нет. В реализуемость не верят. Вы знаете, на прошлой неделе, просто сейчас мы активно работаем над организацией бизнес-инкубаторов, стартапов, организацией как единую систему. И у нас об этом разговор шел. Как раз были там несколько бизнес-ангелов и потенциальных инвесторов, которые есть несколько площадок и в Алмате, и в Астане, и национальных площадок по Казахстану, куда можно прийти, сделать питч, есть такой даже термин, выложить свою идею, но надо правильно выложить свою идею, показать, может, правильно свой короткий... Правильно презентовать себя. Плюс презентовать себя, и можно получить поддержку. И вот бизнес-ангелы жалуются. Есть люди, которые готовы вложить деньги, и представители различных банков, и крупных компаний, просто крупные бизнесмены. Но, говорит, воронка, то есть количество входа очень маленькое. Нам нужно большое количество людей, малых людей с такими идеями, чтобы была критическая масса, откуда мы могли выбрать хорошие идеи. Вы являетесь основателем международного проекта New Silk Away. Да? Расскажите об этом подробнее. Вы знаете, примерно 10 лет назад была большая инициатива, инициированная, скажем так, США и при поддержке стран Центральной Азии. Центральной и Южной Азии. Дело в том, что основная такая, скажем, основа этой идеи была в прошлом, 1000 лет назад, скажем, города-государства этого региона активно торговали между собой, шел активный обмен не только товарами, не только услугами, но и, скажем, интеллектуальными идеями. Скажем, возьмем просто Аль-Фараби. Он вырос, получил образование вот на территории, что является сегодня Казахстан, потом путешествовал в другие регионы. То есть, если посмотреть его жизненный путь, он прошел через то, что на сегодняшний день является 5, 6, 7 государств. То есть был вот такой очень активный обмен. То есть, его же учителя приехали на территорию Казахстана, чтобы преподавать, поднять хорошее образование. А, к сожалению, в 21 веке многие связи потерялись. Идея была, давайте попробуем создать новый шелковый путь, New Silk Way. Воссоздать. Воссоздать, да. На новом уровне. Это отличается от идеи китайской New Silk Road, это где внимание больше инфраструктуры. Здесь больше развитию, так сказать, различных компаний, элементов связи между народами Центральной и Южной Азии. И вот мой компонент был именно молодежный. Организация обменов среди молодежи. Среди республик Центральной Азии, с Афганистаном, Пакистаном, Индией и Бангладеш. Пандемия расставила свои приоритеты и внесла свои коррективы в процесс обучения. И Казахстан не исключение. Мы впервые познакомились с онлайн-обучением. Да? Как вы думаете, в ближайшие 10 лет какие формы обучения мы увидим? Вы знаете, это как раз тема моего исследования, которое сейчас я провожу. Я выделил бы, я думаю, будет много изменений. Изменений различного формата. Но 3 я выделил бы вот уже конкретные, которые уже возникают. Первое – это Artificial Intelligence, искусственный интеллект, который будет участвовать в формировании учебных программ. Объясню. Дело в том, что на сегодняшний день по отчету Atomic Energy и по отчету многих международных организаций, многие студенты, заканчивая вуз, устраиваются на работу не по специальности. Это представляете, сколько денег зря университеты тратят, не совсем это эффективно используется этот капитал, и сколько времени люди тратят для того, чтобы получать знания, которые они не используют. По-видимому, искусственный интеллект будет больше использоваться в ближайшее время для того, чтобы оценить потенциал того или иного студентки или студента, чтобы сказать, у вас какие-то навыки, у вас какие-то возможности, давайте мы вам предлагаем учиться по этой специальности. Вы знаете, при всей нашей критике, я вижу и сам критикую, и я вижу, люди вокруг критикуют онлайн-образование. Онлайн-образование имеет много недостатков.
Но давайте смотреть на реальную ситуацию. Стакан, он не пустой, он полуполный и полупустой. Мы, если будем сказать, только он полупустой, это неправда. Если он полуполный, то что возможности, которые открывает онлайн-образование. Все это относительно. Онлайн-образование, есть у него элементы, которые можно усилить через виртуальную реальность, через много других компонентов, просто усилить и сделать более таким элементом, более полезным для системы классического образования. Я думаю, онлайн-образование будет скажем, модифицироваться под особенности образовательной системы Казахстана, например, если мы говорим о Казахстане, под особенности образовательной системы в Центральной Азии, если мы говорим о регионе, и исходя из особенностей образовательного процесса, истории создания образования здесь, в Казахстане, нужд казахстанских студентов, он станет частью образовательного процесса, не только, скажем, эпизодически, как во времена кризисов, но станет все больше признаваться, использоваться для достижения определенных знаний и станет уже частью образовательного процесса. Можете назвать главное отличие казахстанского профессора от американского? То есть дать своеобразную оценку коллегам? Вы знаете, вот мы участвовали в нескольких международных проектах, где были международные команды. Я посмотрел, не такая большая разница между, скажем, американскими, давайте просто буду говорить о том, что я больше знаю, между американскими коллегами и казахстанскими коллегами. То есть и знание математики, экономики, скажем, социальных наук, так сказать, госуправления, оно в целом совпадает. Да. Что не хватает в казахстанских ученых и что требует развития, это дух предпринимательства и дух менеджмента. То есть, по большому счету, очень многие американские профессора, они менеджеры, то есть профессор, он ни в одной стране не является богатым человеком, который способен себе иметь 3 секретарши, 4 телохранителя и так далее. То есть он или она должны быть менеджерами самих себя. А вы ученый, который посвятил много лет исследованию политической обстановки в Центральной Азии, вообще во всем мире. Вот сейчас, в настоящее время, мы строим новый Казахстан. Каким вы представляете себе New Казахстан? Вы знаете, давайте внесу небольшую поправку. Так. Дело в том, что в американской терминологии существует public policy и political science. Так. На русский язык мы часто переводим как политология. Но на самом деле это несколько разные дисциплины. Это наука. Политология, где говорит о нормах, скажем, и правилах политической системы. И госуправление, которое говорит о инструментах решения тех или иных задач на уровне, ну, скажем, в политической системе того или иного государства. Я больше как public policy специалист в области, ну, по-русски мы можем также перевести как госуправление. А на мой взгляд, то есть если мы говорим о том, что происходит во всем мире, в регионе и в Казахстане конкретно, на сегодняшний день происходят большие изменения в системе госуправления. Это, скажем так, одним из очень важных компонентов это внедрение электронного правительства, или по-английски e-gov. То есть эта система, если лет 15 назад, я помню, Казахстан очень сильно отставал по внедрению элементов, инструментов, механизмов инфраструктуры электронного правительства, на сегодняшний день многие вопросы решаются. И, если не ошибаюсь, на сегодняшний день Казахстан переместился по-моему, с 80-й, 70-й точки в топ-30. Это точно. Это тоже хороший результат, да. Правительство. То есть электронное правительство позволяет больше увеличить транспарентность, прозрачность системы управления, прозрачность системы принятия решений. При правильной постановке вопроса она увеличит прозрачность в использовании бюджетных средств. Вот в этом направлении, конечно, Казахстан продвинулся далеко вперед. Рафис Фанисович, студенты специальности журналистика Казахско-американского университета подготовили для вас блиц-интервью. Ваша задача – выбрать один из вариантов ответов. Прошу. Так, Жансая, первый курс журналистика. Пожалуйста, Жансая. Здравствуйте, Рафис Фанисович. Как ваши дела? Сегодня я для вас подготовила блиц-вопросы. Are you ready? Yes, please. First question. What is most important thing in teaching students? Motivation or discipline? Motivation. Motivation. In your opinion, is journalism a profession or craft? I believe combination of both. It's a profession and craft. Okay. Next question. Is potential or skill important in a person?
Can you repeat again? Is potential or skill? I believe combination of both. You need skills, but you have to develop your own potentials. Three main difference between Kazakh universities and American universities. Motivation, soft skills, and ability to self-management. What kind of vacation do you like? Active or quiet? Actually, I like active. What kind of person are you? An introvert or an extrovert? You know, combination of both. Sometimes I would like to be quiet, sometimes more like outgoing, so it depends on situation. What do you prefer, early morning or late night? You know, I am about home, so I prefer to sit in the evening with piece of paper like old-traditional style and do my studies, research, writing. Russian language is Kazakhstan is obligatory or not? Say it again? Russian language in Kazakhstan is obligatory or not? You know, my answer is long. In Malaysia, they have multilingual policy. They have national language, Malay. They have regional language. In this particular region, they use Chinese. And they have international language, which is English. I believe for every country around the world, there is a need for trilingual policy, which is Kazakhstan supports. One is national language. It's very important. Second is regional language. It should be very practical. If more trade comes with Russia, might be Russian. If more trade comes with China, it might be Chinese. If more trade comes with, say, Uzbekistan, third language might be Uzbek. Is competition between universities necessary or not? I believe yes, it's necessary. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Рафис Фанисович, рассуждая о мудрости, великий поэт Абай Кунанбаев сказал следующее. Человек, запомнивший слова мудрых, сам становится благоразумным. Я очень надеюсь, что наши студенты, студенты Казахско-Американского университета и зрители проекта «Жанауй» задумались над вашими словами, приняли ваши дельные советы и прислушались к ним. В знак благодарности позвольте вам вручить этот подарок, бюст Абая. Пусть он напоминает вам о нашей встрече. Спасибо большое за ваш визит. Спасибо большое. И давайте я скажу такую маленькую, ремарку сделать, заключительную. Мне часто спрашивают, почему Казахстан? Так. Дело в том, что я долгое время работал в Колумбийском университете, а когда работаешь над исследованием, работаешь в библиотеке, и библиотека Колумбийского университета очень богата коллекцией по Казахстану. Там есть некоторые издания, которые были конфискованы в Казахстане, но они по-прежнему хранятся в коллекции библиотеки Колумбийского университета. И однажды я зашел в эту коллекцию и увидел издание Мухтара Ауезова, одно из самых первых изданий было на казахском языке, и одно из первых изданий Мухтара Ауезова на русском языке, и там же было издание, более короткое издание на английском языке. Естественно, это Абай и путь Абая. И как-то вот я писал небольшую главу для энциклопедии, для своей книги по Центральной Азии, про Казахстан. Я взял ее, честно говоря, сел на 10 минут, я читал ее 2 часа, потом взял книги и все это тома я прочитал. Для меня стало это энциклопедией, открытием для открытия дверей в Казахстан. И поэтому я изучил очень много, узнал о Казахстане, о казахской традиции, о культуре, об Абае из этой книги. Я думаю, это как раз к месту, скажем, это как начиналось с Абая и продолжается Абай. Друзья, подписывайтесь на наш канал Каумедиа, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого бы из героев вы хотели бы увидеть в следующем выпуске программы «Жанауй». Жаңа оймен, жаңа Қазақстанды құрайық.